деяния. Когда начинаем намаз, когда начинаем молитву, мы говорим Аллаху Акбар. Когда говорим азан, призываем молитву, говорим Аллаху Акбар. И поэтому всегда в таких случаях позволяем Аллаху Субханаху ва Тааля, потому что Аллах Субханаху ва Тааля превыше всего, потому что Аллаху Субханаху ва Тааля мы должны поклоняться, и только Он достоин поклонения, и говорим Аллаху Акбар. Аллах превыше всего, Аллах важнее всего. Начиная намаз, мы говорим Аллаху Акбар, потому что мы должны все оставить ради Аллаха Субханаху ва Тааля, потому что от Аллаха мы пришли, и к Нему наше возвращение. И даже сегодняшний день Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Тасалли лираббика ванхар». Совершай свою молитву Аллаху Субханаху ва Тааля. Совершай свой намаз Аллаху Субханаху ва Тааля ванхар. И принеси жертву ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому сегодняшнее наше явление мы постараемся совершить, явление Аллаха Субханаху ва Тааля мы постараемся совершить достойно, полностью. И это, когда мы говорим об этом дне, непременно вспоминается слова Аллаха Субханаху ва Тааля: «Вафадайнаху бидикрин азим». Мы выкупили его великой жертвой. Мы выкупили его великой жертвой. Что такое? Какая-то великая жертва? Что это имеется в виду? Это имеется в виду, когда Аллах Субханаху ва Тааля повелевает Ибрахиму алейхиссалям принести в жертву своего сына. Да? Ибрахим алейхиссалям помнил время его дома, с 56 лет у него не было детей. Он всю свою жизнь отдал Аллаху Субханаху ва Тааля, поклонению Аллаху Субханаху ва Тааля, призыву к Аллаху Субханаху ва Тааля и своему народу, своим родителям, своим родным. И когда Аллах дал ему ребенка, Аллах его испытал тем, что приказал оставить своего сына в пустыне. Своего сына в пустыне велел оставить. И это первое испытание. Второе испытание, то, что Аллах Субханаху ва Тааля, несмотря на его близость к Аллаху Субханаху ва Тааля, его упование, его преданность Аллаху Субханаху ва Тааля, Аллах его второй раз испытывает тем, что приказывает ему принести своего сына в жертву. Да? Как он говорит: «Инни ара фи манами анни асбахук фанзур». То есть он говорит: «О сын мой, я вижу во сне то, что приношу тебя в жертву, что ты думаешь на этот счет?» Поэтому Ибрахим алейхиссалям, следуя велению Аллаха Субханаху ва Тааля, покоряясь приказу Аллаха Субханаху ва Тааля, он хочет принести в жертву своего сына. Но Аллах Субханаху ва Тааля, когда видит покорность обеих, и Ибрахим алейхиссалям, и его сына Исмаил алейхиссалям, хотя Исмаил алейхиссалям был уже взрослый, он не ребенком был, он осознавал это, и даже когда Ибрахим алейхиссалям спрашивал у него: «Ты что думаешь, вот это веление Аллаха Субханаху ва Тааля?» Да, то есть это веление Аллаха Субханаху ва Тааля. Мог бы Ибрахим алейхиссалям сказать: «Давай». Но он из-за проявления милосердия, проявления уважения к нему говорит: «Что ты думаешь на этот счет?» Да? И Исмаил алейхиссалям, воспитанный и зная все от Аллаха Субханаху ва Тааля, говорит: «Иф'аль ма тумар», делай то, что велено тебе. То есть мы должны делать то, что Аллах Субханаху ва Тааля повелел. Если мы будем делать то, что Аллах Субханаху ва Тааля повелел, Аллах нам даст то, что Он от себя обещал. Аллах говорит, как «Иннама нут'имукум ва ма халакtul джинна вал инса илля ли'абудун». «Ма уриду минхум мин ризқин ва ма уриду минхум инна Аллаха хуа ар-раззаку зул кувватил матин». То есть то, что Аллах говорит: мы сотворили людей для поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах не хочет от людей ни питания, ни удела, а то, что Аллах Субханаху ва Тааля говорит: через сами вам дадут удел. Инна Аллаху хуа ар-раззак. Вот Аллах Субханаху ва Тааля, Он тот, который дает постоянно удел. Он тот, который не безгранично. И поэтому Исмаил алейхиссалям, зная это, и зная то, что все от Аллаха Субханаху ва Тааля, и все Аллаха предопределено, он все от Аллаха Субханаху ва Тааля и покоряется величию Аллаха Субханаху ва Тааля. С этой женой, иншаллах, мы наслабили. Ты, говорит, меня найдешь, увидишь, что я проявляю терпеливость. Поэтому терпение – это великое удел благих, удел высоких. И поэтому стараться проявлять постоянное терпение. Это очень важно
противостояние. То, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, инна Аллах ма'ас-сабирин. Аллах терпеливый, Аллах помогает терпеливый, Аллах открывает двери перед терпеливыми. И поэтому то, что терпение всегда необходимо, очень важное и великое деяние. Мы должны проявлять терпение, когда совершаем поклонение. То есть мы должны прийти, совершать помоление, оставить свои дела для того, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Мы должны проявлять терпение, когда соблазн совершать грех. Мы должны удержаться от этого греха. Мы должны проявлять терпение тех невзгод, которые встречаются в нашей жизни, с нашими родными, близкими, с окружающими людьми. И всегда нужно проявлять терпение. Но за это Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама юваффа ас-сабируна аджрахум бигайри хисаб». Аллах Субхану ва Тааля что обещает? Аллах обещает то, что терпеливым Аллах воздаст вознаграждение без расчета. Очень много, очень много. Поэтому, уважаемые братья и сестры, призываем вас, как при совершении поклонения, при отстранении от грехов, при отношении с родными, с близкими, да, особенно с родителями очень важно поклониться, что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя такуль лахума уф». Даже родителям уф не говори, то есть там надоело уже или надоели уже, мы не хотим тебя видеть, даже уф не говори родителям. Поэтому, уважаемые братья и сестры, проявите терпение по отношению к вашим родителям, проявите терпение по отношению к вашей семье, вашим женам, вашим детям. Это очень важный характер, очень великий характер, очень великий нрав, который всегда нужно воспитывать в себе. Ансабу или ансабу. Терпение приходит к проявлению терпения. И поэтому Исмаил, что он говорит? С этой щелони, иншаллах, я буду терпеливым. Потому что он воспитан, потому что он знает, что Аллах Субхану ва Тааля любит. И за это Аллах Субхану ва Тааля воздает Ибрахим алейхиссалям. Так Аллах Субхану ва Тааля воздал ему. Что сделал Аллах Субхану ва Тааля? فلما أسلم وتله الجبل قال يا إبراهيم. Он, когда не покорились Аллаху Субхану ва Тааля, когда не покорились религии Аллаху Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля что делал? Обращался сам лично Ибрахим алейхиссалям: «О Ибрахим, ты принял религию Аллаха Субхану ва Тааля, ты уверовал в то, что Аллах Субхану ва Тааля тебя хочет, Аллах говорит: мы заменили Ибрахима и Исмаила алейхиссалям великой жертвой». И когда повернулся Ибрахим алейхиссалям, увидел барашку, и как признает, что этот барашек в районе 40 лет, и Аллах Субхану ва Тааля с этого момента сделал это законодательство. Но именно то, что здесь очень важно, Аллах Субхану ва Тааля в Коране рассказывает истории. История рассказывает про пророков, про народы, которые жили до нас. Зачем Аллах Субхану ва Тааля рассказывает эти истории? Для того, чтобы мы читали эти истории и брали пример. Что ждет нас за то, что мы совершаем благие дела, и что будет за это, и наоборот, что будет за то, что мы ослушаемся Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому просим Аллаха, чтобы Аллах принял наше послание. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لجميع لي ولكم ولسائر المسلمين كلنا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين. Воистину, мы так воздаем творящим добро. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ла иляха илля Аллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лиллахи хамд. Аллах Субхану ва Тааля все предышло Аллах Субхану ва Тааля. В руках Аллах Субхану ва Тааля наша жизнь, наш удел. В руках Аллах Субхану ва Тааля наше состояние и дети. Поэтому просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах дал нам правильную его религию. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах закрепил наши стопы. Аллах Субхану, просим Аллаха, чтобы Он сделал нас из праведных рабов, поклоняющихся одному Аллаху Субхану ва Тааля, желающими достичь его удовольствия. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах защитил нас и наших детей от заблуждений. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах дал нам и нашим детям полезные знания, ведущие его удовольствию. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы Аллах укрепил наши сердца, наши стопы на его религии.
Просим Аллаха, чтобы Аллах принесел Астарийский, чтобы дал выздоровление заболевшим нашим братьям. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Уважаемые братья и сестры, поздравляю вас с этим великим праздником Курбан-Байрам. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет наши молитвы, наши пожертвования. Пусть Аллах Субхану ва Тааля обогатит тех, которые нуждаются в бедности. Пусть Аллах Субхану ва Тааля поможет закрыть долги тем братьям, сестрам, которые находятся в долгах. Пусть Аллах Субхану ва Тааля избавит от болезней братьев и сестер, которые болезны. Пусть Аллах Субхану ва Тааля простит тем нашим братьям и сестрам, которые не дожили до этого дня и встретились с Аллахом Субхану ва Тааля. Мы просим у Аллаха, чтобы Аллах принял наших братьев и сестер, проявил свое милосердие, засели в своих садах из садов рая. О Аллах, защити наших братьев от ада, от мучений могилы. Аминь. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.